зовут Роман Савинов. В сегодняшнем прямом эфире мы поговорим о онкозаболеваниях. Как вы знаете, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. А в этой связи Нюрбинская ЦРБ проводит такую акцию «Онкопоиск». Об этом мы сегодня поговорим с главным врачом Нюрбинской ЦРБ Натальей Николаевной Павловой и с врачом-онкологом Сергеем Андреевичем Лазуренко. Добрый вечер. Здравствуйте. Наталья Николаевна, расскажите, с какой целью проводится данная акция, с какого периода и до какого периода? Добрый вечер, уважаемые дорогие жители Нюрбинского района. У нас акция проводится по всей республике и в том числе в нашем районе. То есть у нас приурочено, как вы сказали, к Международному дню борьбы с раком. Мероприятия у нас начались с понедельника, то есть мы с этого дня, с понедельника всю эту неделю проводим мероприятия по санитарному просвещению населения и по раннему выявлению онкологических заболеваний у населения нашего района. Проведены выездные осмотры кабинетом медицинской профилактики, то есть врач-терапевт кабинета медицинской профилактики районной поликлиники совместно с медицинской сестрой. Они выезжали, например, в Сельвинский наслег, провели медицинский осмотр, провели онкоскрининг и взятие анализов крови на онкопатологию. Также выезжали в населенные пункты село Малыкай и село Бысыктах, то есть Мальжигарский наслег. Также в этот день, то есть вчера, сегодня, позавчера в районной поликлинике также эта акция проводилась. То есть онкоскрининг – это как бы новое слово для нас. С 2020 года по Республике Саха-Якутия Якутским республиканским онкологическим диспансером внедрена новая программа инновационная. Это на веб-платформе, то есть интернет-сайт онкопоиск saha.rf, то есть на котором любой гражданин, который вошел в этот сайт, может пройти анкетирование по 6 видам рака. То есть он отвечает на вопросы, которые указаны уже в онлайн-режиме, и отвечая на эти вопросы, в конце он уже получает ответ, есть у него предрасположенность к раку или есть у него какие-то признаки рака. И если у него балл высокий, он уже автоматически перенаправляется на дальнейшее обследование. Также такой же онкоскрининг, анкетирование проводят наши медработники. Это кабинет медицинской профилактики. На сегодняшнее утро всего провели 235 анкетирований. Будем сейчас их обрабатывать. Если выявится какая-нибудь патология, которая подозревается на рак или на предраковые состояния, то мы будем этих людей уже приглашать и дальше обследовать в нашей районной поликлинике. Если необходимо, будем уже через онколога направлять в Якутский республиканский онкологический диспансер. Это анкетирование для скрининга, то есть для раннего выявления онкологических заболеваний. А вот все эти процедуры, они проводятся только на период акции или же каждый день, в принципе, если человек захочет прийти, пройти анкетирование, сдать анализы? Да, как я сказала, любой человек может пройти это анкетирование на этом сайте и в нашей поликлинике тоже. Эти анкетирования, онкоскрининг у нас называется кабинет онкоскрининга. Он работает тоже с прошлого года, и он будет в этом году также работать и в районной поликлинике, то есть подходить к нашим пациентам, которые, например, сидят в очереди, и попроситься пройти это анкетирование. И будем выезжать также и по организациям, предприятиям нашего района и нашего города в связи с тем, чтобы увеличить охват так называемого онкоскрининга. А как на сегодняшний день в Нюрбинском районе обстоят дела с онкологическими заболеваниями? Сколько всего больных у нас и как они проходят лечение? Так, я сначала вкратце расскажу о том, что как состояние в общем, по республике Саха-Якутия, но и Сергей Андреевич уже скажет, как обстоят дела в нашем районе. Так-то по республике онкологические заболевания
они меньше, чем по Российской Федерации. То, что вот недавно было интервью главного врача Якутского республиканского онкологического диспансера, и она рассказала передача «Актуальное интервью», что основное место по республике, ну и у нас тоже Сергей Андреевич скажет, что основное место занимает рак легкого, ну, рага. Также распространена рак молочной железы, ну, у женщин. И в последние годы увеличивается количество больных с раком печени. Этот показатель, как сказала Татьяна Ивановна, главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера, этот показатель заболеваемости выше, чем по Российской Федерации, то есть в нашей республике. У женщин в основном регистрируется это тоже рак, как сказала, рак молочной железы, и рак легкого, и рак желудка. Ну, основной наш упор – это, конечно, на раннее выявление онкологических заболеваний, потому что при раннем выявлении онкологических заболеваний улучшается прогноз здоровья жизни человека. Поэтому вся наша сила медицинских работников направлена вот на раннее выявление онкологических заболеваний. Как раз и проведению таких акций, и в целом и онкоскрининга, и профилактических медосмотров, и в целом диспансеризации. Поэтому мы всегда призываем всех жителей проходить вовремя профилактические осмотры и диспансеризацию. Если, например, диспансеризация определенных групп взрослого населения должны проходить после 40 лет женщины ежегодно. До 40 лет, начиная с 18 лет, каждые 3 года необходимо обследоваться. И при выявлении какой-нибудь патологии, которая мешает, да, например, как я сказала, рак легкого у нас на первом месте, по республике стоит, как, ну, в нашем районе тоже, поэтому то скрининговое обследование, это может быть даже быть и флюорографическое обследование, потому что мы должны ФЛГ проходить ежегодно. Если каждый человек будет проходить флюорографическое обследование ежегодно, то мы можем выявить у него рак не только туберкулез, ну, как скрининговое обследование, но и злокачественное новообразование легких. Поэтому ежегодно проходить ФЛГ необходимо всем жителям. И также, как я сказала, и профилактический осмотр, диспансеризацию, сдавать женщинам мазки, проходить маммографическое обследование. По показаниям ФГДС, гастроскопию, ну и другие виды исследований, конечно, сдавать анализы. И при малейших признаках заболевания необходимо вовремя обращаться к медицинскому персоналу, фельдшеру, ФАПе или к врачу. Ну, прежде чем мы перейдем к Сергею Андреевичу, хотел бы обратиться к зрителям. Если у вас будут какие-то вопросы, смело обращайтесь в наш чат, пишите комментарии, мы и наши специалисты сегодня вам обязательно ответим. Ну, Сергей Андреевич, расскажите, как обстоят дела в Нюрбинском районе? Ну, в Нюрбинском районе, конечно, на сегодняшний день обстановка складывается не одна из лучших, потому что рак это всегда была проблема не только республиканская, но и мировая. Вот, поэтому у нас на сегодняшний день состоит 276 человек. Из них большую часть состоят на учете женщины, 64%. Вот. Только в прошлом году было выявлено 51 человек. И, к сожалению, ушедших из жизни по причине онкопатологии было 39 человек. Структура онкологической заболеваемости у женщин, конечно, лидирует. Это рак молочной железы на первом месте составляет, на втором это рак шейки матки, на третьем рак яичников. У мужчин рак легкого на первом месте, на втором это рак кожи будет, и рак желудка, почек, кишечника. То есть все это, конечно, связано с условием питания людей. То есть, да, отсутствием большого количества свежих фруктов, овощей. А связано ли это с экологией? С экологией в первую очередь, конечно, связано. Да даже связано и с коротким световым днем. То есть, да, у нас высокая степень радиации идет, ультрафиолетовая, я имею в виду, поэтому рак кожи превалирует. Вот. Основными возрастными группами риска онкозаболеваемости это у мужчин составляет от 55 лет до 60 лет и у женщин от 60 до 80 лет. То есть чаще наиболее всего болеют люди такими заболеваниями.
В группу риска, конечно, входят в первую очередь те, кто работает с канцерогенными веществами, так называемые. Вот. Это, опять же, вахтовики, да? Женщины репродуктивного возраста, мужчины после 40. Почему мы вот по диспансеризации регулярно советуем всем мужчинам после 40 лет сдавать кровь на ПСА, один из онкомаркеров, и регулярно проходить уролога для исключения рака предстательной железы. Вот. Опять же, необходимо смотреть за теми пациентами, у которых по кровной, по первой линии родства есть онкозаболевания. То есть это мама, бабушка, сестра, брат и так далее. То есть за ними тоже надо смотреть. И когда пациент приходит на прием к терапевту, у нас уже, наверное, у врачей сложился такой вопрос, не только как анамнез заболевания, а кто у вас из кровных родственников болел онкозаболеванием. И пациент уже сразу отвечает: у меня тот-то, тот-то болел, и сразу уже у врача формулируется так. Если онконастороженность, да, если у него у брата был рак легкого, а не спросить ли мне про флюорографию, например. Или опять же, если у него высокий стаж курения, это считается от 20 и выше лет. Вот. Или даже сейчас стало популярно такое, как индекс курения. То есть сколько человек выкуривает сигарет и какой у него стаж курения рассчитывается по формуле. Вот. Если высокий индекс курения, то тоже предрасположенность к раку легкого высокая, соответственно. Вот. Также пациенты, которые имеют хронические заболевания, очень имеют высокую группу риска входящие. Что хочу сказать еще? По органам пищеварения, например, язвенная болезнь желудка. То есть предраковые заболевания. Предраковые заболевания, которые у нас могут спровоцировать возникновение рака, за ними тоже необходимо смотреть. Это язвенные болезни желудка, так приводит к раку желудка, да? Полипоза кишечника приводит к раку кишечника, циррозы, да, вирусные гепатиты приводят к раку печени. Что еще? То есть, грубо говоря, банальный гастрит, он может превратиться, если вот не пройти достаточно хорошее лечение. Непосредственно сам гастрит нет, но если он с повышенной кислотностью, и потом он перерастет в язву, а вот непосредственно язва уже, если ее не лечить, не залечить вовремя, конечно, перейдет в онкопатологию. Может. А может ли человек вообще сделать какую-то самодиагностику, чтобы у человека было какое-то подозрение на заболевание и прийти к врачу и обследоваться? Проводится при диспансеризации и при профилактических осмотрах. Также на основании жалоб пациента, на основании беседы с пациентом. Когда пациент приходит, он говорит, якобы здоров, у него вроде бы ничего не болит, но если врач спрашивает по анкетированию, например, курит столько лет, столько-то сигарет, потому что прямо в анкете там и написано, сколько сигарет в день, примерно от стольки-то до стольки-то. Если он поставил галочку, где много он курит, это уже фактор риска развития онкологического заболевания легкого. Потом, может быть, у него есть симптомы такие, как осиплость голоса, и боль при глотании, плохо проходит не жидкая пища, а твердая пища. Это тоже может быть одним из признаков злокачественного образования пищеварительного тракта. Вот такие наводящие вопросы, например, это врачи сидя, мы можем сказать, да, например, у него есть в кале кровь, примесь крови. Это может говорить тоже об онкологическом заболевании, но может быть просто другое заболевание. Чтобы мы отдифференцировали пораньше, мы должны чтобы пациент честно сказал и честно ответил на эти вопросы анкетирования. Вот на основании этого анкетирования врач уже проводит обследование. Если там у него все хорошо, он дальше обследование не проходит, а приходит через еще 3 года и тоже отвечает на те же самые вопросы, и на основные анализы сдают. Там флюорография тоже пройдет, общий анализ крови пройдет, общий анализ мочи пройдет, и на этом заканчивается. Каждые 3 года приходит. А если при выявлении анкетирования у него есть какие-то жалобы, например, да, вот в том же примеси крови в кале, тогда его уже направляется на дообследование дальше.
и уже выявляем у него или обычное заболевание, или да, какое-то новообразование. Мы сразу рак не ставим, просто ставим новообразование. И уже по зеленому коридору мы уже дальше быстренько его обследуем и направляем его в Якутский республиканский онкологический диспансер. Чем раньше мы выявляем, вот все равно, ну, есть такие болезни, все равно иногда протекают очень скрытно. Нет никаких симптомов, трудно Как выявить. правило, рак Да. он так и протекает. Да, Он не но- болит, Да. Бессимптомно, быстрый рост. Бессимптомно. Но в некоторых случаях, вот, например, рак молочной железы, это тоже можно выявить, потому что женщина должна проходить наружная локализация, она должна проходить самообследование, и при выявлении какой-то патологии, там, уплотнения или что в молочной железе, сразу же подойти к доктору. Или во время диспансеризации, да, мы выявляем такую патологию, можем выявить. И такие же женских половых органов также, только при обследовании у гинеколога. Поэтому регулярно, вот каждый раз должны проходить обследование. А так, ну, Сергей Андреевич сказал по тем, ну, статистике по онкологическим заболеваниям. Ну, иногда у нас, когда бываем на отчете главы, там, правительства, люди спрашивают, что вот в Нюрбе очень много злокачественного образования. Ну, по статистике, которая имеется, да, с прошлого года, мы сами ведем эту статистику, ну, есть, конечно, но не так много. Взрывного роста злокачественного образования в районе у нас нет. У нас, наоборот, в течение 10 лет улучшились некоторые показатели. У нас количество, ну, лиц, которые мы встают на учет, ну, ежегодно где-то больше 40, 50, 60 человек встают на учет. Ежегодно, это в течение 10 лет. Но количество больных у нас увеличилось. Это что говорит о том, что они выживают. И об этом говорит показатель 5-летней выживаемости. То есть человеку, которому поставлен диагноз рак, ну, есть показатель, что сколько лет он доживает. Если больше 5, это хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо. Поэтому у нас показатель 5-летней выживаемости, он практически с показателем 10-летней давности, он где-то в 2 раза выше стал уже. То есть количество пациентов у нас увеличилось из-за того, что они не умирают. То есть они дальше лечатся и живут. И показатель одногодичной летальности. То есть когда люди иногда встают поздно на учет, поздно выявляется, и они в течение года, когда у них ставится диагноз, они погибают. Это плохой показатель. Но у нас он чуть стал лучше тоже. Поэтому для того, чтобы снизить вот этот показатель и повысить показатель 5-летней выживаемости, мы проводим вот эти акции, чтобы выявить на ранних стадиях злокачественного образования. По нашим близлежащим районам у нас показатели практически аналогичны, где-то лучше, где-то хуже. Поэтому сказать, что вот в районе так много злокачественных образований, ну, конечно, это, наверное, и от экологии, и от еды все равно все вкупе зависит. И от состояния здоровья самого человека, как он к себе относится, от вредных привычек, тоже все это очень зависит. А на какой стадии вообще онкологические заболевания поддаются лечению? Ну, До какой стадии, да? Я так понимаю, несколько стадий, да? Они лечатся-то на любой стадии. На всех стадиях. На всех стадиях они лечатся. Но единственное, прогноз какой? Выживаемость, вот как Наталья Николаевна сказала, да, 5-летняя выживаемость мы оцениваем. То есть на 3-4 уже поздней стадии считается. Прогноз 5-летней выживаемости будет минимальный. Вот. Но опять же, в редких случаях он будет и 5 лет, и выше. Самый лучший прогноз 5-летней выживаемости и опухоли, которые поддаются лечению, это на 1-х и 2-х стадиях. А лучше есть еще рак такой инситу, который еще при онкоскрининге удалось выявить симптомы заболевания, и рак еще только начал себя проявлять. То есть не поражены еще ни лимфоузлы, не поражены. У пациентов отсутствуют какие-то либо общие самочувствия, симптомы. Вот. То есть такой рак очень хорошо поддается лечению и дальнейший благоприятный прогноз для пациента. Давайте опять-таки вернемся к акции. В предыдущие годы вы также проводили эту акцию. Удалось ли выявить заболевание, вообще сколько, и удалось ли это вылечить?
Эти акции проводятся ежегодно. И каждый год выявляется ну, где-то около процентов 5 пациентов, да, прошедших онкоскрининг. Вот. Мы каждый год проводим анкеты, проводим радиовыступления по газетам, да, вот такие же массовые интервью проводятся. То есть так, чтобы люди как можно больше создать общественности и люди пришли. Это даже не включается то, что пациент придет во время акции. Может быть, ему некогда, и он уехал где-то по делам, услышал об этой акции, узнал, что вот, ну, он потом пришел и записался на следующей неделе к врачу-онкологу. И цель акции вот это, чтобы не выявить максимальное количество людей во время акции, а как можно больше дать человеку общественности, придать этому, чтобы как можно услышали люди, чтобы потом даже пришли. Вот, потому что это на самом деле с районов, да, приехать, чтобы отстоять очередь и попасть. В акции это без очереди все проводится у нас. Давайте у нас вопрос от зрителя, вопрос на якутском. УЗИ ханна түйөккөбү учурат төгө УЗИга багар бит келбет, тут бәйті багарар болланы платный услуга ден бар. Платный услугадан кайын хеп, окунан баран УЗИга біраз аныкта. Оны біраз канаттарар, онда улахан ужират улах. УЗИлар бит палылар, көрө туралды. Давайте опять-таки вернемся к акции. Сегодня были отбор анализов, да, у жителей, пациентов. За какой период вот эти результаты анализа у нас в вашей лаборатории делаются? Результаты уже вечером. Вечером уже результаты поддаются. Ну, мы их еще пока, они идут к терапевту изначально по месту жительства, да, а потом уже ко мне с отрицательными результатами. Ну, если там высокие будут показатели, посмотрим. Если у них высокие показатели, то уже будем приглашать индивидуально и через кабинет медицинской профилактики или через участковых терапевтов. Ну, там может быть и при обычной патологии повышения онкомаркеров. Ну, вот вчера да, у меня да. случай у нас был, там онкомаркер СА-125, да, на рак яичников подозрение за 1000. Хотя норма там, по-моему, идет 15, что ли. Вот. А женщина оказалась беременной, то есть у нее идет эстрогения. Вот. И это как бы нормальное состояние, когда женщина беременная сдает онкомаркеры, У у нее нее зашкаливает. Ну, вовремя главное объяснить пациенту. Вот, все. Также онкомаркеры, да, бывают, например, если пациент болеет либо в острой, либо в хронической стадии гепатитом С, либо Б и сдает АФП, альфа-фетопротеин на рак печени, он будет повышенный. Ну, онкомаркер это не означает, что если сдать онкомаркер, то это уже точно 100% выявляет рак. Поэтому обычно на онкомаркеры направляет врач-специалист при подозрении на образование. Но в связи с акцией мы проводим всех, потому что мы хотели привлечь как больше населения и провели вот такие анализы. А так основной это все равно проведение профилактических медосмотров. Обычный медосмотр, обычная диспансеризация, обычные обследования и, как я сказала, обычное анкетирование, где человек должен честно ответить на все вопросы анкеты. Только тогда вот врач может заподозрить то или иное заболевание. Ну, там при диспансеризации не только онкологию выявляем, для выявления онкологии, но там ограничить. Но это, конечно, это вести здоровый образ жизни, если, ну, это так называемая первичная профилактика. Здоровый образ жизни, физическая активность, правильное питание. Правильное питание, да. Психоэмоциональное состояние. Психоэмоциональное состояние, то есть, потому что все же говорят, все болезни от нервов, стрессы, чтобы избегать этого. Опять же, что потом дальше, вторичная профилактика, да, тут уже у нас дополнительные методы обследования, тут уже при помощи врача, тут вы сами уже не справитесь.
Это скрининговое обследование, профилактические медосмотры и диспансеризация. Ну, про третичную профилактику не буду говорить. А сколько человек это удалось охватить данными скринингами? Ну, на этой неделе пока сегодняшних данных еще нету, всего 235. Это с анкетой и анализами. Также 3 февраля пройдет такое замечательное мероприятие в нашем музее. Об этом расскажите. Да, и завтра у нас будет круглый стол по книге «Капет в городе Якутске». Мы будем с ними работать. И также у нас в субботу будет день открытых дверей в районной поликлинике. Будем как раз приглашать на обследование, дополнительное обследование лиц, у которых есть предраковые заболевания. Предраковые заболевания, те же язвы желудка, те же заболевания легких. Будем их приглашать и обследовать. Вопрос от телезрителя, тоже на якутском. Булырын эме көрдөрүн усиление деннах келбиппин аны нсе инвалидин группатын оннунун калларда тоон уйдебит. Не по теме, но эппеттивит МС бихитерилтебит болбадах. Олиен болланы кини берядектех, берядек быгытнан багарыр. Инвалидке ханды группа болар. Олиен уже этинде МС бәді багарыр. Он тука эгдетер хөпсүспәт боллақатна заявление мебебирик катнеп. Бу маннага бюро МСны кытыры результатын кытыры хөбелеспәт биттир боллақатна. Головной Джигурской коракка заявление вряд. Через госуслуги, это буманна бюро МСга тиенгит, он заявление бар, он көрөнгө турюк кытнеп. Хөбелес паппинденгит. Отчону уже хиги заявление атын Джигурской коракка көрөлдүр. Головной бюро. Ну и вопросов Нет, от зрителей, да, нету. Тогда закругляемся. Да, наверное, закруглимся. Ваши пожелания нашим телезрителям, ваши советы, как вести, как оставаться здоровым. Ну, хочу пожелать, чтобы они правильно относились к своему здоровью, чтобы соблюдали все элементарные правила профилактики и регулярное медицинское обследование проходили, что позволит в дальнейшем не только приберечь пациента от рака, но и от другого заболевания. То есть спланируйте свой поход к врачу своевременно. Спасибо за внимание всем. Конечно, хочу пожелать всем крепкого здоровья. Здоровье человека находится у каждого в руках, поэтому берегите себя, своих близких и вовремя проходите профилактические медосмотры, диспансеризации и активно участвуйте на всех наших акциях, проводимых в нашей больнице, в том числе и в районной поликлинике. Спасибо всем. До свидания. До свидания.